Так, Kira nereler? Canına. Кимера подписка надо. Карбака алым мне. Сейчас посмотрим. Снежана Каметинова. Спасибо за подписку. Всем привет. Я тут чуть комп сломал. Секунд attı. Йоу-йоу, ребята. Так, ну я все забыл. Все полностью забыл, как тут управление. У нас какие команды были? X-Ray, вот, третий слот. Alsa
eSports, это 4-й слот. Attila, это у нас 5-й слот. Crimson Game, 6-й слот. 7-й слот Crimson Dragon. 8-й слот Public Enemy. 9-й Mega Power. 10-й Royal Squad. 11-й слот X-Ray Flexer. Flexer, да. 12-й это у нас Pride Gang. 13-й Red Zone. 14-й это Убай. Машалла. 15-й Hardcore Old. 16-й слот Хорсон. 17-й слот Only Belial. 18-й Ripping Post. 19-й No Name. 20-й National, да. 21-й New Blood Айта. Нет, New Blood Аифа. 22-й X-Ray Corporation. Смотрим. Ну, зона вот такая. В принципе, дефолтная зона. Мулта, шелтер. Ну, рожок даже можно достать. И школа, Ясная Поляна. Новорепку. Какая новорепка? Новорепная. Прыгают. Ясная Поляна, все дела. Это у нас 4-я команда Alcia Sports. Виктория. Натис. 7 Plap. Малыш. Алса Киви. Так, и рядом у нас команда 9-я. Это Мега Пауэр. Мега Пауэр. Сейчас нормально будет. То потом зайдет на Ясная Поляна у нас PG, Royal, Public Enemy, также Warzone, ребята, они втроем играют, насколько я понял. Так, кто-то стреляется уже. Ну, пока почему-то лагаю. О, Алс, там на варепке еще стреляются. Тут PG Миник пытается... О, его нокнули. Совсем красный остался. Вот Пекс. Ну, Клаузи. Ага. Фрейзи нокнул Клаузи. Дальше смотрим. Пока обстоят дела. Ну, PG и Public Enemy воюют. Ясная Поляна. Подмога уже подходит, но тут Пекс Волна должен встретить их. Хотя нет, не встречаю. Нет. Пытается кого-то нокнуть, но не получается. О, PG нокнули. PG Баси тоже нокнули. И все. Тут у нас игра Нет. Тут Фрейз Хаб. Просто вот. Тут на врепная команда МП. Потеряли только Рекса. Дальше смотрим
Наверное, рожок поинтереснее будет. Команда Инсо, Уруй Айтал, Мичель, Владимир number one, говорят. X-Ray и Инсо тут. Смотрим, что тут. Оу, тут стреляются еще. Кого-то нокнули. Кримсон Зевса нокнули. Кримсон Виза пытается что-то делать, но его справа, ну почти встретили. X-Ray Фроги. Все так, но все равно втроем. Одного только потеряли, да? А, двоих потеряли. Пытается что-то делать. Тут поднимает Давидыча. Ну тут все нормально будет, надеюсь. Угу. Дальше. АТЛ. Спокойно. Ясно. Поляна. Хорсун, да? Да, Хорсун против Роял. Оу! Роял. Да, охотника нокнул. Заходит. Из Бурятии, Монголии, Виска. Да. Это, Есть? это какие команды? Не знаю точно. Ну, не прописано. Скорее всего, вот Роял. Нет? Сюнграм. Вот ники. Хубуун, например, Декси. Из Хорсунов остался только Гелиас. Дидли Л. DLS. Может, кто-то пишет из Бурятии, какие команды. Смотря, чтобы, наверное, кто-то знает. Нектар номер 1. Владимир номер 1. Нектар номер 1. Так, но Инса поджимает команду X-Ray. Ого, наркоз красный, очень красный. Ресурсов у него нету. И нокает еще кого-то. На его посмотри. Да, он совсем красный просто. 1 хп. Ага, хая еще. А где? Ну так делает, я не могу понять. Негатив. Готовит хаешку, кидает на второй этаж. Почти. Вообще не регает хаешка. Посмотрим. Джанго. Как там? Джанго Кизи. Джанго Хазар, да? Или как? Ну, тут очень хорошо сыграл наркоз. Пол хп просто. Нокнул Ревса, по-моему, да? Посмотри, это видео. Пытается сковородкой покинуть. Смотрим еще. Где тут? Тут у нас встреча, где северный X-Ray White против кого? Да, Seven Flap малыш, да? О, почему он так делает? Он автоматически меняет. Все, тут, ну, X-Ray встречает, ну, очистил так, как бы рожок. Но тут подходит уже 15-я команда.
Хардкор, да? 15-я команда. Роял команда из Бурятии 9-3. Это из Бурятии только одна команда, что ли? Роял. Все, что ли? Инсе команда. Инсе Чайза. О, Вот написали из Бурятии 6-10 команд. Бороня. Шестая и 10-я команда это команда из Бурятии. А 5-я, 8-я, 9-я с Монголии. И остальные якуты. О, Миф. Команда Миф еще тут, оказывается. Воюют с командой Ноу. Это они, что ли? Смотрит. Миф Блэс крутит. Всего. А я кидает. Кримсон братья, что ли? Ну-ка. Ага. И сзади еще. Кто это? Скимпи. Нос Скимпи, да-да-да. Давай! Ту-ту-ту-ту. Хорош. И второго. Оружие поменял. Или патроны закончились. Не понял. Ну, бывает такое. Так, Владимир поднимает своего. Тут они вдвоем остались. Владимир и Никотин. С команды Миф. Что они будут делать, пока неизвестно. Одновременно еще... где это? Как называется это место? Ну, рядом со школой, короче. Вот тут кого-то тоже нокнули, потом подняли. РС. РД, да? Угу. Давайте посмотрим пока тут. Что. Да, РД против Инсе. Рекс поднимает пока Арса. Анубис. По-моему, дефает, да? Что делает тут? Возрождение тиммейтов есть, да, или нет? Башня возрождения. Нумбас. Нумбас тиммейт. Нумбас. Паркур еще рядом. Я не могу понять, почему меняет так автоматически. О! Хаешка. Как это? Сейчас взорвется? Или это смог был? Не знаю. Ты ссылку не отправил, что ли? Какую ссылку? По стриму. Нет. Ну, понятно же. Ссылку отправьте, пожалуйста, у кого есть. Ну, в Дискорде там, друзьям своим. Давай, смотрим. Тут очень долго, конечно. Ну, придется все равно. Ок. И все вдвоем остались. То. И позицию вроде как меняют. Трав пытается кого-то нокнуть еще.
Они уехали. Ну, как Арс нокнули? А, слева они нокнули. Вот отсюда. А, вот отсюда. Ага. Вот так вот они. Нокнули Арса. И еще, по-моему, кого-то нокнули. Классно еще. Так, тут тоже. Ну, слишком много институт. Тут тоже институт, что ли? Это что такое? Вот тут стреляются. Ну, он ли вот, они нормально пока себя чувствуют. О, вот тут МП Некроус. QV. Пиксель попали. В пиксель просто. Сейчас будут поднимать. Ну тут, смотри. Сзади же кто-то есть. Вот это кто? Вот тут. Смотрите. Это кто? Колесо. Да, да. А, это PG Phrase Hub. Это Sonic. Sonic. Ну тут издалека еще Он на первом этаже. волна стреляет. Тут тоже. Ну, не знаю. Не хочу посмотреть. Вообще не хочу смотреть. Почему? Да? Почему? Ну, потому что вот все. Теперь не будет ничего. Ну, тут тоже ничего не будет. Ага, ага. Давай, давай. Нокай кого-нибудь. Почти нокнул. АТЛ команда это из Монголии. Оу, да? Давайте посмотрим наших гостей. О, PG Фрейс! Только что нокнул. Я поменял. Но его убили сразу. Сорян, такой момент я опустил. Он, короче, нокнул, потом не смог добить его сразу. Убили. Вот АТЛ, Снупи. Это из Монголии, Наруто, Клауд и Кольцо. Ну, Иринч, Кольца. А тут сзади еще вот РС команда вот начинает поджимать команду, как Пекс. Вот же бегает LCD. Вот же видно. Все, вот LCD, вот просто вот так вот будет. Нет, спрятался почему-то. Давай, 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 давай. О, пушит, пушит. О, волна. Волну забрали. Там еще один. Да, но про него не знают вроде как. Или знают. Ну, должны знать. Большую аптечку активировал. Классно, сейчас война будет. Да, 3 команды. Один стольник. Сел СД сразу же нокнули. Леврам пытается... Ну, Леврам пытается прошить. Ну, тут Леврам знает про одного игрока. Он внизу. Не, ну, примерно знает. Ну, тут тоже будут поджимать. Давай, давай. Оу, ну все, короче, PX Honors ничего не будет делать, да. Сейчас, если вышел бы, нормально было бы. Его так и не заметили, и сейчас уедет. Да. О, сейчас одного заберет. МБ, может быть. Но Да, один слышал, что... Страх понял уже. Но он не хочет рисковать. До свидания, короче. О, зона уже сильно съедает. Да. Его как нокнули? Хорош, хорош, Honors. Это какая фаза? 5-я, что ли? Или 4-я? Ну, не успевает, но зато нокнул, забрал.
Нет, очки же ему не посчитает, он как... А, да? Ага. Он же, Кримсон короче, тоже. Или тут New Blood держат, насколько я понял, зону. А, что это? АТЛ против кого? Против всех, в общем. Маке раскинули. Сзади что? Хорсон Делес работает. Тут слева команда 15 подходит. И, по-моему, всех уже начинают забирать. Нет, нет. Ну, какая-то странная вообще движуха. Вообще не могу понять, что здесь происходит. Просто подошли в открытую и начинается что-то делать. Вот так, ну, АТЛ нормальная зона. Ну, не зона, а позиция. Ну, по крайней мере, зона уже прокнула в другом месте. Клауд! Ну что, двоих забрал, что ли? Ньюблад Батас еще пытается стрелять. Надо в зону. пять команд осталось. 5 команда. Фрюджи. Ну, X-Ray. О, Фрюджи, хорош. Он Снупи нокнул. И пока что вроде все нормально. У них только Клауд, да? Нет еще. Винкис. Он своего поднимает. Поднимает. Три команды. АТЛ, X-Ray и Hardcore, да? Ну-ка, Давидыч. Уфу. Привает. О. Да, тут все уже, можно сказать. Хотя не понял. Кто-то еще живой. Три команды. А, вот они. Почему тут не показывает? А, вот, теперь показывает. Странно. Покажи, как зона лежит. Зона такая. Зона вот такая. А, у Деку. Деку, давай. Соло. Зона у тебя. Нормал. Винкс. Тут вообще отель хорошо держится. На самом деле. X-Ray White нокнули. Рюген нокнули. Грозный только соло остался. 15 команды тоже соло остался. Деку. А у команды АТЛ еще Рингс и Снупи. Тут у Деку позиция очень хорошая. Да? Угу.
Всё. Деко против команды АТЛ. Не знает, где он. Первый ног. Хорош. Здорово. О, теперь знает, где он. Пытается. Похилиться надо! Ну ладно. Успел давить, да, зато? Или Да. нет? Нет уже. Поздравляем команду АТЛ. А, да. Да. Пятая команда с Монголии. Да, с Монголией. Поздравляем. Первая карта за ними. Эрангель. У них общий килл 9 киллов. А, нет, 8. 8 киллов. Второе место это Хардкор. Третье это X-Ray, получается, да? Ну и остальные команды. Что? Ну, статистику показываю. Всё. Топ-3 игрока. Проги, Чайзер, Снупи. Да, всем спасибо. Я спать. Подарить. Нет. Добрый день. Сейчас вам покажу фокус. Называется смех. Да. Лобби. Мирамар будет. Мирамар. Rimwe kadar hacam tayjigniin asin jannar ki rehtori haga. أنا عندهم Evet. Дубай, машалла. С опозданием буду отвечать на комментарии, потому что задержка стоит. 2 минуты задержка.
Так, и чё, меня слышно, нет? Да, слышно. Видно, да? В Дискорде. Как у меня там с микрофоном нормально, нет, я понять не могу. Да, нормально. Слышно меня? Алло. Алло. Алло, да. Да, слышно меня? Да, я думал, ты не зашел, я вижу, ты зашел, окей. Так, и чё, допустим, Что допустим? Вот, стрим включи. Че, у нас пока этот перерыв между катками? они, Нет, по-моему, еще даже не начали свой первый раунд этих каток. не, Нет, первый первый. раунд был уже. Да, Уже? Да, да, Какой- на Эрангеле, что ли, был? Эрангель, или чё? да. Это, да. быстро прилетело, значит. Да нет, ты чё? Да, Уже во полчаса сколько прошло. начали? 12. Полчаса. Обычно средняя катка длится где-то около 40 минут. На Ну Эрангеле. это твой паб, а это про игры. Проигр, да. И Вторая, посмотрим, как они играют. Давай, Вторая давай, карта. посмотрим. вторая карта это Мирамар. Будет крайне интересно посмотреть, как наши товарищи из Бурятии, откуда еще? Монголии. Казахстана? Из Монголии. Монголии. Монголии играют и показывают свои навыки, что они могут. На уровне более профессиональных и более известных игроков мирового масштаба, как говорится. Ну это да, это А. такой типа прям полупрофессиональный сегмент. Я бы сказал, Здесь, даже здесь мы не найдем игроков Нави, Virtus.pro. Здесь такого найдем более своих. локального уровня, Да, своих. мирового. Да. Ну, смотри, А. видишь, у всех почти, у всех, видишь, рамки завоевателей. Да. это война этих это местных племен, наверное, будет. С Бурятии это 6-й слот и И игроков некоторых анимешников. по 7-й, локалкам. 10-й слот. анимешник Это из жесткий Бурятии. будет. А с Монголии Краски это на новых вайфушек. 5-й, 8-й, 9-й. Как там ее звали? Китагава, если не ошибаюсь. В Дагава есть такой этот японский ресторан суши. Да, у нас в городке мы, и мы чаевые не оставляем уже давно, потому что не ходим туда. Сколько всего команд будет принимать участие здесь, в данном небольшом турнире? По-моему, Локального 20. масштаба. А, не, подожди, 16, по-моему, команд. Обычно. Серега, как, кстати, у тебя соединение с интернетом, Дискордом? Нормально? Вроде бы картинка все нормально. Времени Сейчас лагает? посмотрим. 20 команд. Вроде бы нет, но пока все на среднем уровне. Посмотрим, как будет все идти во время уже более экшонных моментов, когда начнутся Мгм. зарубы между командами. Когда будет много травы на экране. Да? Да, Там когда класс будет много как объектов или для для прорисовки стрима. и так далее. Я еще по идее взял, подключил свой мобильный интернет по кабелю, поэтому все должно быть более-менее стабильно. Ах, нифига себе. USB модем сделал, грубо говоря. Мгм. М. Раньше такая функция была только у айфонов, я помню. iPhone говно, покупайте всякие Xiaomi. Понял, через год потом подыхали. Становились инвалидами. Интересно, здесь среди этих игроков читаки у нас имеется? Кто втихаря будет использовать всякие ВХшки? Жаль то, что за ними невозможно будет наблюдать в реальном времени, именно там переключать камеры, а также фокусы на разных игроков. Можно было наблюдать именно за действиями каждой команды. Желание. А так, да, я когда вот с Димой тут комментировал, я помню, были некоторые вопросы, ну, не у нас конкретно, а у других игроков по отношению к другим игрокам. Типа, говорили, а как ты узнал, что именно я там буду? Вот Да. так вот они общались между собой. Помнишь, в одном из Да, первых да. дней? Было же такое. Ну, это по большей части либо, во-первых, играет роль опыта игрока, потому что
А игроки, они уже более-менее знают карту и поведение своих противников, исходя из того, как они ведут бой. Я обычно тоже бывает, тоже просчитываю своих противников наперед и встречаю их там, где они, по идее, как бы сказать, не ожидают ответного удара. То есть, типа, от какой-то оборонительной, не знаю, какой-то обороны или защиты. Прикрытие Ну, смотри, направления. тут уже 20 команд набралось. Внушительно. Хотя среди игроков я вижу какие-то не такие впечатляющие рамки, но это, видимо, просто игроки более скромные. Не болтоваться с своими У кого? крутыми рамками. У нас? Да и, Ну вот, нет. А у вас скорее это всего, кто? они, скорее всего, просто не играют в рейтинг и все. Просто играют соревновательную часть. Просто прикол в том, что... А всякие пабы не играют. Просто прикол-то в том, что получается... Игроки же играют, по идее, по рангам, редко кидают игроков низкого ранга на более высокие. Только при том условии, если ты вот реально уже на своем ранге всех разносишь, просто каждую карту тебе могут закинуть повыше. То там уже немного впрягся. Скорее всего, просто человек хорошо играет и не хочет подзапариваться над ранком. Он там поиграл, сколько смог, прокачался и бросил. Может, человеку нравится только эта соревновательная часть игры. Да, кстати. Есть такие люди. Всегда чисто праки только играют. Да. Так интереснее. Ну да, интереснее на твинк аккаунте мочить новичков несчастных, которые только-только учатся играть. А праки-то играют, наверное, не новички. Да, Серега, Я дело-то в посмотрю. том, что они в пабы вообще не играют, только в этот соревновательную игру. Я вас понял. Сейчас Мирамар. посмотрим, как они будут играть. Ну, расскажи Ну. про Мирамар карту, как тут нормально держать. Ну, Мирамар, я на Мирамаре не так часто играю лично. Я больше предпочитаю Ливик, потому что это карта одна из самых небольших габаритом по размерам, масштабе. Где катки пролетают более-менее быстро. И ранги как классика. Блин, звук очень громкий, если честно, вот здесь. Меня нормально слышно? Да, Да, нормально. нормально слышно. Хорошо слышно. А где хорошо, звук? вот, продолжу. Нет, я уже А, понизил себя. а, Получается, а. по поводу Мирамара. Мирамар это один из самых больших карт в PUBG, как мы все знаем. И у него очень много, как известно, открытых местностей, где преобладают в основном большие холмы и горы, а также различные углубления, типа ям или траншей, если так проще выразиться. Но в основном самые популярные места локации Так, ты пропал, Серега. где как раз находится арена. Что-то просто я пока его здесь не вижу. Я просто помню. А, New Blood да, и Пекс. да, у меня команда. тут, да, вот Пикадо, вот точно Пикадо. Но в основном основные замесы проходят на Пикадо, Сан-Мартине, потому что это самое, не знаю почему, потому что особо я избегаю большие локации, но чаще всего большая часть игроков именно откидывается на именно этих точках, получается, Мирамара. Пикадо и Сан-Мартин. Ну, Это тут очень большая. тоже праки Это написали. Это закрытые праки от Omni Gaming. О, у команды Инса уже большие проблемы, они уже получили тренога, получается. Выпустили этот момент, но они, походу, уже... Непонятно, что у них произошло, конечно. Видимо, они то ли за место тащили, нет? Какая-нибудь из команд у нас, получается, уже слилась, нет? Да, вот эти команды стреляются. Это Пикадо у нас, естественно. Ну, Пикадо Мимо это наша самое, арена. наверное, да, типа стрельбище, да, чисто. Кат это один из самых, получается, заместных мест на Мирамаре, включая Сан-Мартин. Потому что в основном большая часть игроков опытных именно сюда прыгают. Сейчас испытать свои, получается, навыки, а также немного пофаниться, поиздеваться над новичками, которые прыгают туда просто не по осторожности.
Ну, Грубо говоря, добили там затырять свои одного. силы. Ну, добивание в таких турнирах это привычное дело, так что за это мы не будем осуждать игроков, потому что О, они тут играют на весь хорош. шанс. Там кого-то нокнули. Так, посмотрим. То есть, я не понял, кто нокнул. В основном следил за пикадой. Позитив. Пулемет. О, О, а это- размен. А это уже была плохая идея, не очень хороший маневр с его стороны. Хочется переключить свое внимание на дальнего противника, когда у него прям под носом сидит противник. Походу нокнул его, да, как я понял? Да, его И он нокнули. как командник нокнул. Ну, размен крайне неосторожен, потому что у них, во-первых, я смотрю, лут не особо богатый. На броню, ну там, допустим, шлем или бронежилеты второго уровня. Еще плюс ко всему рядом с ними другие игроки есть. Ну, команда Инса не надо расслабляться сейчас, уже надо ресурсы поднабрать, и потому что рядом есть команда X-Ray, или... Нет, не Да, их, вот. по-моему, да? Которые очень ждут, пока Как раз- выйдут Как с ангара. раз-таки, как раз-таки излюбленная тактика, когда основная часть игроков они избегают битвы на арене и просто плутают в ближайшие гостиницы, эти как раз-таки красные многоэтажные здания, и потом просто у окон ожидает игроков со стороны арены. Смотрю, тут уже какая-то третья команда, X-Ray как раз ждут своих противников со стороны арены, да? Даже, получается, как-то их взяли в кольцо. Получается, в случае чего выполнить типа своего рода как бы засаду и неожиданно получается огонь по противнику. Да, ну они Пока знают что- 100% то, что они в ангаре. Да, Да. да, здесь получается не прокатит такая фигня, то что я думал, что это бот. Тут ботов у нас, к сожалению, нет, только одни игроки. Какие игроки, фиг его поймешь. Давайте Можно сказать, что получается, переместим камеру, да. Здесь файт происходит. Обревия. Это вот вообще очень популярная локация, конечно, я здесь редко бывал, но тут лут как бывает очень часто не очень хороший. Луту хватает максимум на 3 человек из команды. Всего плутаться всем составом здесь. Походу, те вот как раз эти команды, которые здесь находятся, они, скорее всего, хотели как раз более сейвово и аккуратно подлутаться и после вступить в бой с противником. Как оказалось, они здесь уже не одни, да? Какая-то Они изначально команда- были здесь не одни. Да, но изначально, скорее всего, думали, что здесь никого не будет, и здесь подлутать Мгм. спокойно. В итоге оказалось как раз так, что и другая команда также, видимо, думала. Вот эти игроки, скорее всего, менее опытные, либо более осторожные, чем другие их оппоненты, кто уверен в своих силах. Лично я вот именно играю именно с таким подходом, то что сначала лутаю спокойно в локациях, и после этого уже начинаю искать свои жертвы на поле боя. На самой карте. Всем составом, получается, разъезжаю на машинах. Потому что я не любитель таких замесов, когда буквально весь бой это банальный рандом и фортуна команды. Потому что зачастую такое, что ты прыгаешь в это место и там нет ствола. Или Ну, не пока что у знаю. нас команда ПЕ в большинстве находится, вот Рейзах Да, забили. добрали, да. И Клаузи тоже. А, О, нет, ответка. молодец, Ответка. Так, 1 в 1. Конос молодец, вовремя, получается, засеял своего тиммейта, которого хотели добить. Да, очень вовремя вышел, кстати. Да. А уже его тиммейт, получается, подходит. Еще один инца. Выходит, что целый клан, что ли, играет в несколько команд. Ой, его справа нокнули. Нет, не нокнули, а добили. Добили. Ну, типа, это правильно? Да, О. все, тут Что? потерялись. Что-то эти ребята крайне Так, внимательные, там, Матаса отомстил. Да, отомстил. Все, тут. Да, только он совершил очень детскую ошибку, присел, получается, за будку. Хотя, по идее, надо было лечь ему. Но, видимо, он просто не успел и просто тоже, да, потерялся в этот момент. Да, мне кажется, просто уже ход отчаяния у него был. Он уже понимал, то, что не вывезет никак. Здесь что-то команда Инца из этого клана как-то себя плохо показали. Они, видимо, были слишком невнимательны и забывали о банально, получается, фланговых обходах противника. Такое часто происходит. И вот именно с родными, получается, составами команд такое тоже часто происходит, когда твоя команда банально забывает
обращать внимание на фланги и на тылы, откуда могут выйти, получается, противники. Для чего чаще всего происходит именно такая вот ситуация с паникой. Видимо, они как раз потеряли. То, что мы не можем, конечно, слышать то, что они там между собой обсуждают, члены команд. Возможно, кто-то из них кричал: подними меня, подними. В своем казахском, на монгольском или на бурятском, или на якутском. Ну, тут вернемся в Пикада. Так, по-моему, пока ничего не произошло. Ну, как обычно, X-Race, О! они, получается, взяли в кольцо, получается, команду из Инца. Просто ожидает их. Блэс! Очень хорошо. Блэс молодец. Да, двоих просто забрал. Очень хорошо отыграл, получается, от укрытия. Получается, ожидая тайминги, когда противник будет прекращать огонь, либо ожидал просто банального КД магазина. Сейчас им надо срочно давить этого игрока снизу вдвоем. Не тормозить. Вот о чем я и говорил. Его сокомандник тормозил, и в итоге его тиммейты нокнули. Сейчас у них более ситуация. Но он все-таки не молодец. Владимир, получается, вытащил ситуацию. В итоге Пикадо полностью в их, получается, контроле. Да, ни одного не потеряли. К ним уже на подходе какая-то команда, что это за команда? H4RD. Хардкор. А. Хардкор, да, команда хардкор. Тут за зоной еще команда Хорсун. Просто команда хардов получается. Да. Команда номер 15 такое. Они недалеко от Пикада, но походу они пока не решают сюда полезть. А это что за команда у нас? Хорсун. Иксы? Как еще Хорсун, команда Хорсун. раз? Команда Хорсун? Якутская, что ли? Да. Банально по названию можно понять, где, блин, тут буряты, а кто якуты, ё моё, по названию. О, у меня с интернетом очень плохо. Вот за что я не люблю Мирамар, за что я... Боже мой. Вот за что я не люблю Мирамар, это, во-первых, это его огромное количество холмов, вечно извилистое, и транспорт именно на этой карте. Это получается их, блин. О, как он назывался, у них этот Пикап? скоростной транспорт, который... Скоростной? Да, не... На Да, Хаседе, который Ого. Да. Его очень так неудачно подловили. Да. Во время смены. Молотов. Видимо, он не ожидал, что прям именно за поворотом будет, так за углом. Добивает противника именно взрыв машины. Интересный ход, конечно. Пока здесь один, его тиммейты пока подтягиваются. Крайне щекотливая ситуация, конечно. Да, но пацаны бегут. Да, и противники, получается, действуют очень пассивно, не решаются выходить, из-за чего теряют очень ценное время. Хорош! О, Хорошая хэшка, очень Володя. хорошая закинутая граната. Полагает, что все начало, просто задает противника. Пуш просто. Обходит. Но знает, что его тут Сейчас самое главное... будут встречать. Да. Что? Как это Хорош. получилось? Как это получилось? Он Я просто вообще не понял. LCD, LSD? соло, да. ЛСД всех закрыл. Да, всех закрыл, получается. Вот, вторых убил, он склад получил. Жесть. Хорош. Да, неплохо отыграл, я смотрю. Очень Смотри. мощно. Жаль, то, что у нас нет свободной камеры, потому что мы не видели, как это происходило со стороны. Да. Только Но наблюдая этот, за дичоком, я думал, что весь стоит состав еще у них целый. стоит похвалить лоудинга, то что он то же самое практически сделал. Один закрыл троих, но третьего не добил, а четвертый как раз таки ЛСД его добил, получается. Лоудинг почти такой же маневр совершил. Ну, это вот крайне обидная ситуация, знакомая для многих игроков, тогда, когда, получается, ты вроде бы Крайне- затащил Не, ну карту пусть будет. свой состав. Пусть комментирует. В итоге потом... А, что такое? Что-то не так? Мне Да, плохо сказать. говорят то, что очевидные вещи. Что еще раз говорят?
очевидные вещи. Ну, простите уж, я не профессиональный, конечно, комментатор, и то, что там просто пригласили, поэтому я комментирую то, что вижу. Да, пусть комментирует, да. Будь у меня свободная камера, я могу более подробно описать, что происходит. Да, Просто будет. будут просто вот более знакомые и родные вещи для игроков. Например, вот та вот ситуация, когда один человек закрыл весь склад, когда у склада была победа в кармане. Это крайне обидная ситуация. Я представляю эмоции, конечно, у этой команды, которая как раз сейчас слилась. Самое обидное то, что мы этот момент вообще не заметили со стороны. Очень жаль. Это, наверное, была очень эпичная картина, когда это происходило. Ой, как я... Как еще раз эта команда называется? Корсун. Корсун. Корсун, да? Корсун, да. Корсун. А у них полный состав, я смотрю. А Мифы у нас тоже более сливово играют. Нет, тут Корсун делает, смотрите, обходят их. Вот на карту посмотрите. Вот один остался, О. типа, да, Сена. Они, Да, Сэм создает видимость толпы. да, они в это время обходят. Но Миф, скорее всего, понимает это и уже вот как бы меняет позицию уже подальше. Да, отступает, пока зона не пришла. Да. Ну, они понимают, что с горы как бы преимущество будет у них. Поэтому не будем стреляться. Вот тут пока Но вот ничего они не сразу в понятно. зону едут. Да, тут Да, они, возможно, сразу в зону едут. потеряли одного. Команда, 4-я команда. Издалека просто вот нокают. Это, ну, да, вот Леврам нокнул. Хороший зажим. Хороший зажим, конечно. Хотя мне со стороны непонятно, он тапал взял или зажимом слез. Да, ну, тапом, наверное, скорее всего. Миф Блэс забрал Происходит еще перестрелка с хардкора. 4 сторон. Давайте вот так вот Вот посмотрим. Вот это вот идеальный раз, когда мы можем как раз и наблюдать за всей картиной со стороны, именно с более большого масштаба. 4-я команда у нас, получится, заняла Анголу. 3-я пока через дорогу, получится, наблюдать за 18-й командой. Видимо, хотят подловить момент, чтобы кого-то нокнуть, и потом уже начать раш на противника. Еще, Ну скорее да, всего, скорее не всего. знаю. Да, еще они, скорее всего, еще гадают, где находятся остальные члены команды, не подозревая, что их только двое их там. Они, кстати говоря, в зоне или не за ее пределами? Ну, А, как они в сказать, зоне, почти, получается. да. Ну еще вот такая вот маленькая зона и 13 команд ещё до сих пор. Самое интересное будет именно в конце, когда зона будет максимально уже маленькая, и, конечно, к этому моменту большая часть команд еще уцелеет. Это уже будет самая веселая часть ее. Когда уже будет поджимать и зона, и время, а также противники, которые будут уже выходить и вылезать из всех сторон к направлений. У какой команды сейчас наибольшее количество киллов? Не показывает, да? Ну, очень долго так считать надо. Поэтому, А здесь получится, да, здесь, получается, нет такой системы общего подсчета, нет команд. да. Ну, зона какая, вот смотрите. Просто Зона крайне прескверная для тех, кто как раз таки находится со стороны сейчас Стайлса, потому что у них выход к зоне открытый, в отличие от тех, кто сейчас как раз таки находится уже на горе. Да, НС чуть подальше отходят. А X-Ray, наверное, будут, да, забирают ангары.
Ну, команда уже занимает свои позиции на следующем ужатии зоны. Я смотрю, какая-то команда, Only, да? Остался только один человек, их стало, да? Типа значку на карте. Вот. Азазель получается. Игрок Азазель. Сидит в полном одиночестве. Ему сейчас самое главное максимально аккуратно подъезжать к зоне, чтобы не нарваться на какой-нибудь состав. Тут война. Ну да, посмотрим, что здесь происходит. Греет Хая, Состава получается. Тут 3 состава получается. добили. Локации. Хая мимо. Тут вообще сколько команд-то? Он соло Honor остался, да, крайне- получается? Да, Хонор соло остался. Крайне плохая ситуация для Хонора, ему лучше, наверное, скорее всего, сейчас уйти в гараж обратно, чтобы его со стороны сейчас не шлепнули. Честно. А вот как раз он этим уже и сделал. Очевидная вещь, конечно. Вот, ну как я и сказал, вот самая плохая зона для тех, кто как раз его со стороны дороги сейчас вышел. Это какая у нас команда там выехала на машинах? Очень Ну, много да. команд на такую маленькую зону. Ну Да. это типичная ситуация для турниров. Ну, Трехочковый залетел. X-Ray вот очень хорошо даже играют, они совершают обходные маневры, жмут противника с всех сторон. Самое главное, они, получается, убивают противника без обменов. Подбирают нужный момент для зажима по противнику. Чистое убийство совершают. Чистое, без потерь Да. получается. О, Кримсы что, за зоной, что ли? Ну, да. Очень плохая у них ситуация, конечно. Их уже и с правой стороны через дорогу 12-я команда сейчас может, получится, заметить. 16 их уже поджидают. Да, все, их уже закрыли. Да, сзади. PG. 12-я команда, ну что я и говорил. Например, внимание, их там закрыли. Что очень легкая мишень. О, Алса Виктория, этот. Похоже, по нему Откуда? зажал весь состав через дорогу, да? Нет, это отсюда нокнули. Виктория? Да. Да. Стреляли в дымы, хочет кого-то задеть. Ты посмотри, какая у нас Виктория, оказывается, богатая. Какой у нее красивый скин на топовую М-ку. Обожаю неоновые скины, конечно, они очень такие более типично приятные глазу, чем всякие эти розовые ЛГБТшные скины, конечно. Или какие-то около детские, или под стиль Fortnite. Так, у нас жесткая заруба на дороге. Да. Чё же тут? Вот уже. Смотрите, тут PG клан похоже. просто уничтожен был. Неудачный заезд, их просто в машине, видимо, подорвали сразу. Все в одной машине были. Ну это будет спокойно сейчас проехать. Ну вот по поводу, получается, транспорта на Мирамаре, за что я ненавижу, это вот всякие легковые скоростные, они постоянно застревают на ямах Мирамара, если неудачно Оу. подскочить на Не, у команды Алса проблемы с зоной. Вот видите? Да, зона от них очень далеко ушла. Им надо как-то сменить позицию, как-то ретироваться до зоны. Но проблема в том, что уже зону заняли 2 команды. А это значит, что либо их будут встречать, либо им надо как-то аккуратно подойти сзади. В самый подходящий момент убрать своего противника со стороны. У них, похоже, транспорт есть. Но их уже там просто жмут и не упускают. Так, вот Кризис тем временем добежали спокойно до зоны. Без боя. Став X-Ray у нас еще получится в игре, да, я смотрю? Да, с 2 потерями. Они уже потеряли 2. Очень грустно, конечно. Я думал, что они у нас фавориты в этой катке. Не, у Ну всё, команды зона Форсун. пошла. вот, позиция очень хорошая.
Увы, Айхал, да? Форсун, да. Меляки вперед. Кстати говоря, Харсон себя хорошо показывает, они очень грамотно играют. Уже аккуратно, мы их не заметили. Сейчас заживем. Но... Бадит. Эти мои любимые прозрачные текстуры холмов. Вот это тоже большая проблема Мирамара. Тут очень много призрачных холмов. Где когда ты противника видишь, но на самом деле он за укрытием, но ты его добить не можешь никак. Так, тут еще один игрок нокает Йоникс, да? Йоникса. Владимир Гордон остается. Да. Владимир подходит. Ты всех Владимир, добьет. Владимир Да. хорошо играет. Он много участвует. Прак, я его знаю. Опытный игрок получается. Да, ну, ну, Трехочковый охотник Да. залетел. это хаешка. Это месяц, То есть да, это и хаешка потом- работает только против проигроков. Да, Кримс. единственный получается аргумент получается. Это именно хаешка против опытного игрока. О, это что, баги О, были? Француз вылетел, походу, да. Он вообще вылетел, мне кажется. Да. Да. Классная игра. Поздравляем команду Хорсун. Они очень хорошо держали свои позиции. И зону держали. Они... Да. Ну, тактичная Почти игра, в общем, да, по- чистая игра. Да, в сумме По 14 убийствам килов они неплохо совершили. себя показали. Да, 14 киллов. Это очень много. Учитывая то, что это катки был 20 команд, это выходит... Сколько там у нас? 8 человек. То они уже уничтожили лично 40% игроков, да? Самолично. Ну, весьма неплохо себя показали. Кримсон, второе место. Третье это X-Ray. Ну и другие команды. Вот Кримсонов я вообще толком даже не видел, как они играли, если честно. Либо это были Они- зеленые. Они были зажаты внизу, в этом, в недостроенном здании. Там еще смоками раскидали, и еще баги припарковали внутри недостройки. А, вот это они те были. самые, Да. это те самые, от которых зона далеко ушла. в Да, итоге. да. Да, вот типичная ситуация. Нет, это же зона они. играет Нет, за это себя. другие же Кримсон. Это другие Алса Кримсоны? был. Не, Алса было это. Где Виктория, Алса что ли? разве? Вы про А мне Викторию? казалось, что это... Мне казалось, нет, не Викторию. Они были в другой недостройке были. А, понял. По ним как раз таки Хорсон работали внизу, вниз. Они сидели вдвоем. Не, Кримсон показывали. Они же вот нокнули одно Йоникс. Нет, не Йоникс, а по-моему, Сеннера, где текстурка-то прозрачная была. Они же не смогли добить одного из них. Вот они и отстреляли, вот Кримсон. Мгм. С левой стороны, короче. Понятно. Так, получается, у нас все раунды будут проходить на Мирамаре или как-то будут меняться постепенно? Карта на меняется. Следующий Салук. Да, Санук. Санук. Очень давно на Сануке не играл. Вот для игроков, конечно, это одна из самых нелюбимых карт за счет того, что там везде джунгли, везде зелень, кусты, травка любимая. Любимое место, где игроки могут поползать спокойно, и их никто не спалит, даже будучи, когда они будут одеты в костюм розового зайчика. Со скином рюкзака, который больше, чем, допустим, не знаю, сам игрок где-то на 2, не знаю, физических пикселя получается. 2 физические модели самого игрока. Ну, сам по себе Санук очень красивая, конечно, карта. Если бы не страсть игроков ползать в траве, она могла стать одной из самых интересных, конечно. Там, конечно, вот самый популярный это Боткэмп. Я помню локацию это. Я уже давно, конечно, на Сануке не играю, я в основном, как искал, играю только на Ирангеле, на Левике. Левик это более лайтовая карта для быстрой катки, и Ирангель это уже для более старая знакомая игра. На более долгую катку. Кстати, записываешь это видео, да? Стрима или как? Да, записывается. Остается. Кринжанул, ё-моё.
по-любому мой голос там будет звучать очень мерзко, очень неприятно. А также там будет очень много очевидных и глупых комментариев со стороны обычного Да, нормально пользователя все, Reddit нормально Papa. все. Нормально, нормально. Голос нормальный. Сейчас, наверное, всякие наши ребята младше 15 Лу- ликуют. лучше, чем тихо сидеть, правда? Ну, у меня сейчас ночь, надеюсь, я не усну. Санук это очень интересная карта будет именно в плане как раз под формат турнира, потому что карта небольшая, а это значит, файты будут происходить Сейчас очень я быстро и подойду. часто. И самое веселое на этой карте это то, что здесь столкновения будут более напряженные, потому что игроки будут находиться непосредственно очень близко друг от друга. Очень хорошо сыграет именно большую роль именно знание карты и обходных путей. Откуда и как ты можешь уйти на противника. Зачастую плюха тебе может прилететь буквально откуда угодно. От куста, с крыши здания, за холмом, за камнем, за булыжником и там. Либо банально, не знаю. Чего может просто лежать рядом с тобой вплотную, ты его даже не заметишь в упор, пока ты не уйдешь дальше. А потом у тебя со спины прилетит. Добротный зажим, блин. На весь магазин. С последующим добил. Ах. Блин, как бы отрегулировать этот звук, чтобы он постоянно находился на одном уровне? Он меня, если честно, бесит уже. При постоянных переключениях у меня звук прыгает туда-сюда обратно, и это мне бьет по ушам. Это, скорее всего, надо Диме убавить звук эффектов. Музыку надо убавить по-любому. Музыка же не нужна сейчас. Было бы забавно, конечно, посмотреть на небольшой турнир между игроками на чате именно с включенным ивентом, но, скорее всего, в лобби такой функции нет, я полагаю. Получается, был включен режим ивента. Этими коллаборациями, типа, под эту фигню. Связанную с пауками и с вышками возрождения. Скорее всего, наверное, не знаешь, что в PUBG добавили вот эту механику возвращения игроков из того света. Ну как в той самой игре, которую ты сейчас типа играешь со своим другом. И как раз там надо типа можно вызвать своего тиммейта с того света, и он может принять участие, ну продолжить, получается, катку вместе с тобой. Даже после смерти. Только здесь немного это по-другому реализовано. Просто на всей карте раскиданы вышки. Да, просто твой тиммейт может подъехать и вызвать тебя, а тебя добили. Но только один раз, получается, за раунд. То есть, если тебя один раз убили, только один раз тебя возвращают. Если тебя опять убили, то тебя больше вернуть не могут. Так до конца катки, пока эти вышки не закроются. Если честно, я вот как можно более цензурно выразиться, не очень. Особенно тогда, когда именно только-только этот режим начался. Ну, с пауками, когда добавили эти вип-шутеры с паутиной. Так вспоминаю момент, когда там нас просто постоянно закрывали люди с сейф-цистерны на вышке или, допустим, на мосту, на этих, получается, опорах. Или, наверное, ты не видел такую ситуацию, когда просто целый склад противника, она пересекает мост не на мосту, не по воде, а под мостом. Просто, получается, на паутине, пересекая под днищу моста, грубо говоря, цепляясь за дно, и так, получается, перемещается до самого конца очень быстро. Я это видел со стороны, когда как раз мы неудачно пытались перейти мост. Банально спрыгнули в воду и там постоянно наблюдали, как эти челы там
быстро пересекли его и просто нас после этого встретили на берегу. Там просто без Да. шансов было. Ясно. В лобби, по-моему, данный режим нельзя добавлять, да, как я понимаю, то, что я не проверял. Я не знаю, я вообще по Пугамбалу не играю. Просто было бы весело бы посмотреть на такой именно турнир, где вот как раз эти вышки тоже включены. Когда Я просто... вроде бы весь состав типа X-Ray где-то выбили, почти весь, только один остался, он потом взял их вернул, и они потом красиво затащили, допустим. Такая ситуация. Не, просто тут прикольно, то, что можно зажим делать просто хоть куда. С тобой М4 ставишь и начинаешь просто вот на 400-500 метров зажимать. Это ну, немножко нереально же. Ну, в реальной жизни, конечно, это невозможно, потому что это банальная сила отдачи ствола. Его это получается. И за счет этого, Физическая типа, ускоряется игра. Ну, сама эта игра. Потому что убийств чаще происходит. Ну, просто вот быстро, да? Ну, а зачем тогда добавили, допустим, болтовки или ДМРки? Если можно просто топовую М взять 4х поставить или 6х и зажимать. Ну, Ну, это же это дело вкуса, вкусовщина. Кому как нравится просто играть. Просто, может, Да, кто-то пришел и совсем из другой дисциплины, из другой игры просто пришел. И он просто не понимает всех этих механик, всех этих тонкостей с топовой эмкой или, неважно, берилом или калашом. Просто ему нравится, например, стрелять с калаша или стрелять из снайперки, например. Вот мне нравится в любой игре стрелять из снайперки. да, в любой классической игре именно вне плана турнира, там это просто дело вкуса. Хочешь, там можешь даже банально бегай там с 8 сковородками в своем третьем рюкзаке и просто швыряй их там по противника, если, конечно, сможешь попасть хоть по кому-то этой сковородкой, блин. Но именно среди опытных игроков, конечно, очень редко кто берет, получается, болтовку или какую-нибудь ДМРку. Потому что зачастую игроки уже умеют зажимать на больших дистанциях очень точно по противнику. И это зачастую более эффективно, чем, допустим, это долгое выцеливание с АВМа или же там стремительное тапание по противнику, который будет там мансовать с разные стороны, пытаясь уклониться. С автомата ты просто зажал на дистанции, и противник нокнулся, ты после этого сразу его добиваешь, если есть возможность. Да, или вот Скорее типичная ситуация. Ты берешь в руки миник, попадаешь 2 раза, а третий не попадаешь. У тебя перезарядка получается. Да, и еще банально это размер магазина, потому что регистр урона бывает очень такой у него бывает такой очень неприятный юмор, когда ты вроде как зажал противнику, всадил 5-6 пуль, а на самом деле на деле у него вылетело только 2. Противник просто ушел в укрытие. И то Такое куда-нибудь будет, там в руку или в пятку, да? Где 0 урона да. прошло. Или там пара единиц всего лишь навсего. Не, ладно. И, например, еще можно же добавить урон. Ну, снизить урон, исходя из дистанции. А там, насколько я понял, одинаковый урон, то есть Не, по идее, насколько я понимаю, здесь такая механика понижения урона на дистанции есть на самом деле, потому что на карте Ливика есть такой обвес для стволов, называется удлиненный ствол. Мне как раз заложена такая механика, то что он снимает штраф на Ограничение. да, урон на дистанции. То есть ты будешь наносить урон больше противнику, ты находишься далеко от тебя. Там и на КП, и на штурмовые винтовки, включая снайперские винтовки. Ну, точно не могу говорить, потому что я тестировал данные обвесы на автоматах и снайперских винтовках. Вот на болтовках разница почти не видна, потому что зачастую даже с М24 из коряка ты в любом случае с этим обвесом не можешь противника в этим шлеме Ваншотнуть. Да, а на ВМе такая приблуда не имеет смысла. Скорее всего, он имеет вес только тогда, когда ты, допустим, попадаешь в руку или в туловище, тогда, может, и кого-то и нокнешь. Там уже, опять же, от брони зависит. АВМу все равно, АВМу достаточно одной пули, если ты меткий игрок. А на всяких штурмовых винтовках не имеет смысла, потому что там зачастую стоят либо пламегаситель, либо компенсатор для гашения отдачи. Мне немножко ППшка? обидно, что никто не прыгнул в Хатынь-Геражское шоссе.
Он тут? Только избранные поймут, да. А, нет, Например. все-таки есть кто-то, есть кто-то. Хатинь. Хатинь. Так, сейчас у нас Да, будет жесткая заруба на буткемпе. Да. Снупи и Сможет ли Наруто. Наруто пройти свой путь ниндзя? Сейчас увидим. Как он тебе покажет. Очень аккуратно играют. Ждут момента. Кого-то даже нокнули. Очень долго находился на крыше. Да, да. Очевидная ситуация. Очень очевидная ситуация. Крыша — это самое опасное место, в которое очень долго задерживаться не стоит, тем более на боткемпе, где нет, получается, этих как раз перил. Могли тебя Смотрите. открыть. Это магическая битва, да? Да, это скины магической битвы. Сатургудзе? Очень, вот этот скин крайне Да-да. некачественный. Не, Самые это не интересные он. скины это... Самые интересные скины это скин на тянку и скин на мужика в маске черной с белыми волосами. Они самые такие кайфовые. Тут что происходит? Так, тут несколько, по-моему, да? Да, Да, тут три. три склада. Хотя тут получается два склада и одно дуло, я смотрю. А нет, трио даже. Походу уже никого-то потеряли, да, я смотрю. Тут их тут так мало. Да, да. Команда Инца, Хардов и еще Давай Инца. посмотрим, Инса. Да, они двоих сразу потеряли. Инса Клановцы, Шао. да, между собой будут кусаться сейчас. Мгм. А Кампонге, я смотрю, там какой-то состав спокойно лутается, да? Пока проходят основные замесы. Кстати, а где наши эти хасуны? А, они уже подходят, смотрите, со стороны пещеры. Тихоньку подтягиваются, видимо, идут на разведку. Узнать, идет сейчас какой-нибудь файт на Инане или нет. У Хардов уже один ног. Инцы потихоньку давят на них. Хотя Это там Хаебу. всего лишь один человек. Мгм, добили. Сразу в укрытие. Негатив очень близко. Интересно, Не. Хасоны уже близко или они еще далеко от них? А нет, уже вижу стрелочку, потихоньку подходят. Мне вот интересно, сейчас охотник заберет негатива или нет? Потому что он, по идее, его должен будет видеть со своей Да, стороны. да, да, да. Подойдет Я ближе. охотник забрал. Охотник Это забрал, он, ну да, как и да, да. ожидалось. Удобно комментировать со стороны, когда ты видишь эту ситуацию со стороны, да? Очень удобно. Уже понимаешь, кого сейчас заберет, получается, потому что это уже очень понятная, очевидная ситуация. Мне бы так. А то я пока не понимаю. Знаешь, Я скажу, наблюдение со стороны напоминает, как, помните, в Наруто у Гары был глаз песчаный, где он на экзамене подглядывал за ответами. Вот что-то подобное. И тут тем временем буткэмп. Ой, не туда. Это баг. вот кэмпу уже подходит какой-то состав, видимо, залутанный полностью. О, пацаны, о, откуда это то? О, это вот этот А, состав это Кримсона. Кримсоны, что ли? Я как Да. раз и не говорю, то, что он уже... Я как раз и говорю, то, что Кримсон уже подходит вот к кэмпу, уже, видимо, залутанный и готовый к файту. О, очень Рекс плохо. Q, Рекс Q, это Рекс Q. Делает вещи. Отличный зажим. Да. Зажим отличный. А здесь что-то у нас очень неосторожно стал на открытой местности, где его хорошо видно. Он пытался контролить нокнутого противника. Да, но он совершил очевидно. А ты говоришь, я Саше и резкую ошибку. лутают X-Ray, Владимир.
По нам пока Вот тихо после этого. посмотри еще на сцены Доки и Кампонги, там тоже составы подлутались, и, видимо, потихоньку уже стягиваются к центру зоны. Так, у нас, А, походу, давай. на Као наверху будет сейчас замес. Да, точно, спасибо. Вот посмотрим, это команда RZ и кто? Опять Алса. Нет, это Четвертая команда. какой-то... Смотрите, О, сейчас. здорово. Крыса! Вот о чем я и говорил. Любимые Очень крысы коварное нашей- место. Вообще вся карта коварная. С такой травой. Вот видите, у него синий и желтый скин, который должен быть видно чисто логически. Но с его ракурса там вообще ничего не было видно. Он еще плюс ко всему лежал за деревом, поэтому тем более не было видно. А наш дружок, не знаю, кого там сейчас добил, просто очень там на Праки свободе бегают. каждый день проходят, праки каждый день. Заходите под видео. Есть ссылка на Discord. Only Gaming. Discord сервер. Да, они проводят каждый день. Давайте посмотрим. Так, где еще? Буткемп? Посмотри Тишина. Капонг. Где Смотри на компот? Капонг. Ниже, справа, снизу. Вот X-Ray он. против, получается, PG. Сейчас, видимо, замес будет. Будет столкновение. Хотя, скорее всего, Мэник уже заметил команду X-Ray и уже дал, получается, инфу своей команде. Потому что они уже начали к нему стягиваться. Да, он заметил уже X-Ray, и сейчас будет просто поджидать момент и ждать свой состав. И, как видите, уже подтягивается. Сейчас они будут что-то делать. Да, у нас... Возможно. Тут одновременно Бхан и вот тут кого-то убили. Кримзоны. Да, тут Грозный, по-моему, да? GDM Грозный. Грозный. Визер. Это Основной как? состав. Блин, текстура. Не знаю, как. Еще не стреляет. Ожидают момента, боятся, Ну, стреляет. не рискуют лезть. Да видишь, просто вот. Едем в соседнее село. На дискотеку. И сразу машину уничтожать, чтобы он точно не ушел, чтобы он точно здесь остался и погиб. Да. Ты еще никуда не уйдешь. Так, у него смоки были? Да. Ого. Да, едет. Ух ты! Он читает. Ну почти. Если бы нокнул бы, это было бы классно. Да. К сожалению, он не смог его выбить. Но он, скорее всего, хотел просто нанести ему максимальный урон и просто уйти, пока он на отхиле. Так, позади Соло. Против команды Крипсона. Фри прострелы показывает. Ае классно было, по идее. Ну, тайминг. Нет, Но если по таймингу... просто хаед, Но рикошет был хороший, сам рикошет именно. для испуга. Это что за место секретное? Так, Молодец, -1. очень хорошо подловил. Ситуация по пушке себя очень хорошо показывает. В нем бою. Слышь. Ну и его, естественно, тоже. Давай, считает или нет? Он мог, да, сейчас просто вот к ним? Да, Нет? мог успеть, ага. Нет. Скорее всего, не успел. Посмотри уже, вот X-Ray и PG, походу, уже потихоньку начинают замес. Ага. Ну, и на Тут, этом все. Да. Тут без шансов, потому Смотрите, что он один. X-Ray, PG столкнулись с колосунами, с нашими земляками. Конник нажимает. Опять текстуры не прорисовались. На! Еще и Вот этот. здесь, X-Ray тут, по-моему, да? Это как?
Похоже, здесь Да. БТ у нас возник, да? Я смотрю. А нет, тут получается 4 состава между собой кусаются. Да, вот тут вот это непонятно. Потому что тут вообще хоть откуда угодно можно стрелять. Это же саму маленькая карта. Мгм. Охотник добил. Йоникс подходит. Очень плохая ситуация у PG, потому что он остался один против 4. И Мгм. смотрите, видите? Да. LC обходит со стороны через зону. Он хочет его застать врасплох. Что-то выйдет у него или нет? Скорее всего, выйдет. Скорее всего. Если успеет. Но он пока не знает. Думает, что он там Да. сидит, но он Да. тоже ушел. А он уже ушел, да. А Ходит вот в зону тут потихоньку. А там New Blood. X-Ray. Там X-Ray и Алцы воюют. X-Ray Alsa? Где? Вот, где вот корсуны. Посмотри. О, еще раз Хорошая на карту. БГшка. Нокнули Лимбо. Ну тут один, по-моему. Да. Мы А, тут вот, далеко. вот это? А, давай посмотрим. Алса Киви. Это что? О, Прикинь. это что было такое? Да, я думал, это там текстурка типа. Я в то время думал, что это дорога, как? Типа airdrop, да, там лежал, что-то подобное. Да. Но они, да, не поняли, наверное. А вот это что такое? Ну, его тиммейт дал метку, что там кто-то сидит. Хорошо. Пустим. О, Кримсон еще подходит. Вот они нокнули Блеска. Получается, тут никаких. Арса пытается добить. Пока с текстурками проблемы. Везде одновременно. Вот. Да, на границе зоны идут жестокие бои с 3 сторон. У нас там Кримсон до сих пор держит буткемп. На горе. Так, у Алса, да, такие проблемы есть. Вот тут X-Ray наркоза добили. А тут тоже Кримсон против кого? Кримсонов. Получается, да. О, вот нокнули. Очень серьезный замес. Он один остался. Сейчас хилится, чекает. Ну, они знают, что он здесь сидит. Да, Все. да, не отпускает. Сковородка не спасла, к Ладно, сожалению. Зона у нас уходит на подкэмп, да? Сейчас Понемногу, сковородка потихоньку. спасает, что ли? Ну там был один выстрел по сковородке. Да. Бывает такое, то, что пули могут лететь просто в сковородку и урон не пройдет. А что, да, сковородка спасает иногда игрока. Да. А если бегать сковородкой? Она всегда на руках? жопе находится. Нет, А, на руках держать. тоже может, Да, кстати. на руках. Если ее размахивать, то можно пулю отбивать даже. Ну, это в компьютерном пабге, по-моему, так работает. Что по поводу мобильного... Конечно. я не знаю.
Да. Нет. Вот тут Инса подходит прям вплотную. Ох, повезло сейчас позитиву. Вовремя соскочил. За что я больше люблю PUBG Mobile, это за то, что пусть эта игра довольно жадная в плане донатов, добавления всяких там кейсов, рулеток и так далее. О, Норман. Нокает Йоникса. И... Молотов. Да. Фаер. Так, Сеннер еще очень хорошо держит позицию, кстати. Вовремя ушел в укрытие. Да. Пацаны очень хорошо играют. О, сзади А, ну, СЛ сидит еще, помогает. А Intel-то много еще оказывается осталось. Да, ухае прям кидает еще. Очень классные. Тоже для пацанов это уже все, да? Да. Кого-то добивает напоследок. Ага. Тут еще нюбат поджимает. Тут уже мясо происходит. Мясо просто. Рубило. Зона просто очень ужасная. LXQ. Всю зону только две локации с домами. Да, Рекс очень грамотно отыграл. Двоих забрал. Это просто настоящий тир для Рекса. Он просто спокойно играет каждого, кто выходит из зоны. Honors. Вот еще одна Щас- команда отлетела. Да. Да, сейчас Вот банально. ПЕ находится в выгодной позиции, но жалко, что вне зоны. Вот самый неприятный момент был для всех тех, кто Ну. не успел занять позицию в зоне именно в локации. И просто стали мишенями для тира. Опять команд. Ну, команда огня сейчас тоже О, блядь, окажется в неудобной ситуации О. для себя. Да, Блэс включает режим ниндзя. Да. А с них кого-то заберет, походу. Давай. А, тут Успел красавчик. нокнуть, успел Да, нокнуть. успел нокнуть. Ну, поднимут, наверное. Успел немного отгадить данного состава, да, свою ноку. Влад. Нокает Риндис. В чем я и говорю, вот Fire тоже оказались из-за неудобной ситуации, из-за того, что зона ушла от них. О, Рейзер нокнутый, оказывается. Не знал. Please help me. Хотя бы он успел доползти до зоны. Ну, О, поможет зона! или нет? Смотрите зону. Это сильно. Интересно, наш дружище, как его там? VP сможет затащить эту катку? У него неплохой шанс на самом деле, если он бьет хотя бы парочку человек из файра, или просто позволит им между собой перекусаться. Нет. Вы увидят. Нет. Но все равно Я нормально. помню то, что MVP забрал у них одного тиммейта, Да, и у они него- постоянно Нет. его Да. контролят. Вот у него, да, очень большие шансы. Потому что просто друг друга пристреляют эти команды. Самое главное, слишком сильно не улезать, просто помогать и тем, Да, зона уже идет, зона идет прямо. О, хилит. слишком сильно Аптечка, да. стыдишься. Да, ему лучше не жадничать сейчас. А переждать. Его рашат. Да, мы Ой, я решили рад рашить. О. Без шансов просто. Печалька. Да. А смотри, команда в зоне.
О, отличная хаешка. Клаузи нокнули. Так, волна. МП пошли в атаку. Волна нокает. Они МП. затащили, молодцы, мы. Просто вот RXQ очень хорошо играет. Ну, у него тут вообще... Логис 6 киллов. 12 у них киллов. Общий счет. Первое место. Поздравляем команду MP. Да. Так, это... Вот для данной карты, Мега карты Пауэр, очень да, неплохо Мега ходит, на Пауэр. самом деле. Поздравляем. Второе. Рекс. Нет, не Рекс. Какой Рекс? Пекс. И И New команда Blood. PE. Ну, ПЕ, да. ПЕ это у нас, по-моему, Public Enemy. Public Enemy, да. Кстати, наверное, просто какой-то, не знаю, суффикс или приставка ему, короче, просто делящая часть ника игрока. Жалко то, что, конечно, хвостаны не смогли заточить, они неплохо начали, конечно. Аккуратно залутались, потом после потихоньку это смещались в сторону зоны. Но потом, к сожалению, в самый неподходящий момент к ним просто вышли со спины. Какая там команда была? Команда вроде как Алса или кто там были, вышли к ним в спину и просто им все подпортили все карты. Из-за чего они понесли тяжелые потери и не смогли просто выйти из этой тяжелой ситуации, когда их просто со всех сторон начали давить. Ну, тот человек MVP из команды НБ пожадничал и действовал крайне неаккуратно. 3 лучших. А, нет, не 3 лучших, а топ-2 У нас игрока. лучшие. МП Это... Логист, Да, Киви и еще один Логист. А, Логист дважды, получается, у нас лучший игрок. да. Все тяжкие и уничтожитель у нас он. И Алса Киви. Лучший компаньон, то есть она, получается, постоянно поднимала своих тиммейтов. Да. Очень- Да? 9, 8. О, сейчас, подождите-ка. Вот так делаем. И... Ну что? Четвертая карта. Последняя карта. Это Эрангель. Эрангель, да. Чую, сейчас будут у нас замесы на починки, на Ясной Поляне, Рожок. и, возможно, на этом, на Ларепной и Сосновке, если там будет самолет пролетать. Уже не вспомню, как называется локация, где находится Нижний Верхний Казахстан. Там называлась эта локация с контейнерами. Георгополь. Да, Джерджепет. Георгополь. Да, Георгополь. Ну, скорее всего, туда прыгнут самые смелые игроки, а остальные будут лутаться либо на Сталбере, либо на Приморске, на всяких мульти, шелтере, ну и так далее, тому подобных местах. Или там, допустим, шарки. Ну, в общем, прыгать будут там люди, Вот мне интересно, которые... это у нас трап Ничего или себе. это реально девушка? Кто? Как думаете? Crimson Рангоку, интересно, это трапа или настоящая девушка? Аватарка Китагавы.
Не знаю. Что тут у нас еще есть сейчас лобби? Юник. Кстати говоря, я вот ни один из этих кланов еще ни разу вообще, наверное, не видел в своих катках. Я не видимо играют на азиатском сервере, скорее всего. И на Европе. И они все-таки Европа, на Европе. наверное. А, нет. Нет, Европа. В лобби у нас указана Европа. Потому что я вот всякие эти PE, NB, MVP или Only или Инца вообще ни разу не видел в своих катках логических. Очень интересно. Либо они слишком хороши для меня, поэтому я их с ними не сталкиваюсь. Хотя очень часто сталкиваюсь с сильными игроками, которые действительно показывают очень мощную игру. Кто его знает, может они щитами гоняют. Ты серьезно, у нас ребята из Рояля. У всех прям одинаковые аватарки. Это, то есть, это действительно сплоченный состав, скорее всего, будет у нас. Они у нас по прошлой катке, я принимали участие или нет? Видимо, нет. Их не помню. Тут, Ладно, например, еще вот вопрос. Какой девайс лучше всего, думаешь? Какой девайс именно подходит именно для игры PUBG Mobile? Да, да. В 2020, ну, в этом году. Ну, актуальные Лично- какие-нибудь девайсы нормальные. Есть же еще Лично- рекламируют, типа, специальные телефоны, которые имеют какие-то кнопки дополнительные, чтобы стрелять, там, прицеливаться. Как называется? Встроенные триггеры. Да, да, встроенный триггер. Ну вот. Например, почему их не покупают или покупают, я не знаю. Просто все пытаются купить iPad, либо iPhone какой-нибудь, чтобы именно Ну, играть просто вот по PUBG Mobile. Просто вот в чем прикол. Во-первых, айфоны это более доступный товар для широкого потребителя. Айфон может купить везде и где угодно. Хоть по СССР, хоть с магазина. Я зачастую покупаю из потому что дешевле, но айфоны, магазины айфонов везде находятся. Даже у нас, в нашей-то деревне, да? А вот, допустим, вот те вот телефоны, которые ты сейчас сказал, типа вот те же, допустим, Asus ROG, всякие эти Black Shark, Red Magic, вот эти телефоны, они чисто специализированы под игры, но прикол в том, что это товар не для более узкого круга потребителей, то есть для геймеров. А это значит, что эта линейка только недавно вышла, и она прям везде ее не достанешь. Она, допустим, продается хорошо там в Москве, в Питере, в больших городах, да. А всяких таких, типа, как наша это глубинка, деревня, вот всякие вот эти Якутия, там, допустим, Бурятия, Тула и так далее, такие дальние части региона России, или, допустим, вот те же страны третьего мира, то ли второго мира, к кому мы относимся? Мы, по-моему, относимся, по-моему, к третьему миру, да? Казахстан, там, этот, получается, Монголия, вот там вот такие телефоны достать крайне тяжело, потому что, во-первых, это телефон дорогой достаточно, вот тот же, получается, самый дешевый Black Shark, который стоит там от 40 тысяч, не каждый игрок будет готов потратить свои деньги на какой-то Android, даже если он игровой. Проще будет просто купить какой-то, не знаю, iPad за 20 тысяч, который будет по своей производительности не будет уступать этим же играм, получается, телефонам. И банально... iPad за 20 тысяч? Ну, я просто смотрел, последний раз, когда я смотрел iPad, по-моему, 19 года модель, А, как сказать, там, в старый. пределах, Ну да, предел, по-моему, там 25 тысяч, и они вроде как неплохо играются, вот на них жалко у игроков не было, потому что, во-первых, и экран больше, значит, у тебя большой, получается, область для контроля отдачи. И там, как я понимаю, но почему-то на айфонах и вот всех этих вот Apple, получается, девайсах у них вроде как другая механика внутри PUBG, из-за чего у них зажимы более точные и более четкие. Потому что я заметил то, что вот все игроки, которые именно с айфона, у них всегда прям реально все в точку летит. В отличие от игроков на всяких Xiaomi, на Huawei, на Honor, на Asus. Там То есть это уже где-то в плане оптимизации? То есть это уже более оптимизирован в iOS операционной системе, либо этот Android? Я больше скажу, по приложении iOS и Android это две разные игры, которые просто, получается, грубо говоря, кросс-платформенные между собой. То есть, Да.
Да, все эти игроки могут играть, получается, в одной катке, но прикол в том, что их игры, PUBG Mobile, это две разные игры, получается, у них разные На коды. разных движках Да, сделано. на разных движках. У iPhone, это лично моя догадка, то, что у них другой скрипт, и по этой причине у них, получается, механика стрельбы другая, из-за чего у них стрельба более четкая и более, ну, более удобная, да, в отличие от тех игроков, которые менее оптимизированы на всяких там андроидских телефонах. У них там есть скрипт и код другой, из-за чего у них та же топовая вебка при топовых обвесах, там просто ее трясет как дикую, блин, в самых таких удобных ситуациях, когда ты там банально лежа стреляешь по противнику с третьего прицела. А там просто челик, блин, с айфона, с коллиматора на дистанции 400 метров стреляет в точку. Ну это вообще как можно объяснить? Конечно же, я бы посоветовал купить какой-нибудь iPhone срок, либо, не знаю, какой-нибудь старый какой-то планшет. Но если ты планируешь именно играть уже в плане именно в турнирах, то тут, скорее всего, тебе надо купить именно какой-нибудь iPhone дорогой, там, не знаю, я не могу посоветовать какой-то iPhone. Кто какой-то, не знаю, Android, типа тот же Pocophone, очень дешевый вариант бюджетного игрового телефона с нормальным, получается, процессором и оперативной памятью и с герцовкой 60 КГц на экране. Либо же новая линейка Pocophone XKT X3 Pro. Вот только как раз герцовка уже 120 Гц, оператива там уже от 8, и там более-менее современный дракон стоит. А Лучше, конечно, 120, купить какой-то, не знаю, 120 поддерживает или нет? Ну, сама игра. Нет, PUBG Mobile, если я знаю, поддерживает как то ли 60, то ли 90 Гц получается. Но как по моему мнению, лучше иметь 90 телефон Гц. 120 Гц, да. Но как по мне, лучше иметь телефон 120 Гц, чем какой-нибудь телефон за 30 получается. Что получается, даже если игра поддерживает там 60, то у тебя просто будет доступен максимум, и этот максимум не понижался. Что по мере игры телефон он нагревается, он напрягается, система там у него устает, и в итоге он начинает понижать, получается, свои ресурсы именно на трату самой игры, из-за чего там падает, получается, производительность, падает, получается, кадров, из-за чего твое качество игры также падает. По этой причине надо покупать либо iPhone, потому что да, они более оптимизированы, кто бы мог подумать, либо какой-то, не знаю, дорогой топовый игровой телефон этот. Asus ROG, который там стоит от 90 тысяч, либо Black Shark, который от 50 тысяч стоит, либо тот же, получается, ZTE Red Magic, какой-то 3, тоже вот там стоит, получается, от 40, ну, это насколько я помню. Если денег жалко, то лучше покупать, да, какой-нибудь, не знаю, Xiaomi Pocophone. Потому что они по своей начинке неплохие, говоря, топ за свои деньги. А для большего удобства ты просто можешь там купить себе там триггер за 300 рублей и играть спокойно, потому что какая нафиг разница. Ну а так, конечно, удобно то, что вот именно вот в игровых телефонах у них предусмотрены различные именно опции, допустим, привязки кнопок из приложения на эти триггеры. Тебе не обязательно ставить кнопки именно под область, которая именно будет работать по триггеру, там просто ты в приложении привязываешь, и там все, спокойно тыкаешь, а твоя эта кнопка прыжка или стрелы может находиться в любой части карты. Ты можешь даже просто взять эту кнопку, сделать прозрачной и убрать ее где-то там в угол, чтобы она больше тебе не маячила и не закрывала тебя обзор на Кто там самом экране говорит? телефона. Починки. О, починка прыгает, оказывается. Я думал, не будет прыгать. По-моему, там сразу, по-моему, сразу 3 склада, по-моему, прыгнуло, или 2. Нет, по-моему, 2 только склада. По-моему, кто-то попал в Не, серьезный 3-3-3. бункер. Нет, 3 все-таки, да? Ага. Может быть, ты возьмешь и сметишь свою карту на середину, получится, экрана? Может быть, там чуть правее от азимута сверху. То, что твоя эта колонка, она закрывает карту, и там непонятно, что происходит. Да, тут получится 3 склада у нас. Как я сказал, починки. Здесь начнется замес. О, рояля сейчас, походу, заберут. Да, как и ожидалось. И еще одного чела интела добивают. Сейчас, наверное, эти игроки сидят и у них немного пригорает, потому что их добивают. Как ты смеешь? Я тебя на гранату посажу сейчас за такой гнилой поступок. Кстати говоря, я вообще никогда не понимаю возмущения игроков, когда их кто-то добивает в игре. Это же очевидно то, что тебя добьют в любом случае. Я никогда не понимал этого, потому что все почему-то ожидают от своего противника, от своего оппонента какого-то, не знаю, как это называется, эта фигня? Борисовская, типа.
Честь? Да, типа благородный поступок, вот, типа благородство со стороны своего противника. Смотри, если, ну, прям, вот, можно было спасти, да, его, и вы просто стреляетесь, он нокнулся, и его команда выиграет, но тебя добили. Но это же в таком случае обидно. То есть зачем добить человека, если... Ну, Я так, если не я прав. вот Ну, если это турнир, то да. В турнире это можно добивать. Ну, если играешь, типа, по кайфу, в рейтинге, там, паблик, то, ну, иногда психуешь. Ну, как я лично скажу, это лично дело игрока, то, что он психует, и он обижается, то, что его добили. Потому что если тебя нокнули, значит, это твоя вина, то, что ты неаккуратно играл, неудачно просчитал момент и полез туда, куда не надо. А значит, ты что? Попался, ты немного потерялся, и за это когда разумеется, тебе прилетело наказание соответствующее. Будет тебе уроком в следующий раз, чтобы ты так не наглел и не лез на рожон. Как это произошло с некоторыми роялями сейчас и инцелами. Потому что сама по себе игра — это игра соревнования, а тут благородство играть не стоит вообще от слова совсем. То, что ты в один момент типа играешь в благородство, ты кого-то пожалел, а потом после этого же чел тебя, получится, нокает и начинает перед тобой танцевать, тебя обсирать в общем чате и делать всякие нехорошие вещи. Тем более, когда добавят механику переноса нокнутого игрока на своих плечах, я помню, как я сразу же в первых катках начал издеваться над своими оппонентами, которые нокались. Просто их брал, уносил куда-то в сторону и пытался ими говорить всю катку, пока они там не помирали на моих плечах, либо пока не приезжали их тиммейты спасать. Бегают, прыгают, ищут его. Я не могу, где он пока что, но он близко. И... О, заметили. Обидно немного. Не то, что заметил. Он сам дал понять, что он там. Мне кажется, его в любом случае, если этот человек заметил, что с его перспективы его по-любому было бы видно. Я прямо это могу прям точно команда это получается подтвердить. Общага. Ненавижу общаги. Ненавижу общаги, прям вообще всей душой. То, что для меня общаги — это локация, где сидят эти дофига крутые игроки, там топовые крысы, так сказать, которые постоянно сидят всю катку на этих крышах, никуда не уезжают, там сидят и ждут свои жертвы, которые попытаются их зарашить. Да, объезжаю общаги стороной. Надеюсь на то, что зона не прокнет на них. Ситуацию. Ясная поляна. Тут у нас также 3 команды, да, вроде? Да, 3 команды: фиолетовые, оранжевые и розовые. Да. Розовые держатся ближе друг к другу, а вот что-то третий наш игрок под ником Никотин что-то слишком далеко ушел. Да, я посмотрю. Никотин уже получил пару оплевух. Красиво, молодца. Вообще, честно, знаете, такой момент из мема, да? Не могу точно сказать. Защищают? Думаю, да. Наверное, Егор поймет этот мем, типа... Я кинул очень хороший вот. Ирингас. Как-то там говорилось на английском. Да. В смысле? Смотри, миф никотин и X-ray никотин. Это что? Это челы из одной команды, просто у них разные кланы, скорее всего. А мне кажется, это чел играет с 2 телефонов, он один. Было бы. Руками и ногами играет. Руками и ногами играет. Восьмирукий Будда такой сидит, да и за 2 телефонами играет, а с рогами либо с айфонами в руках. Но сейчас его тиммейт дотечет, если он не побежит его поднимать. Да, бежит, поднимает. Самое главное, тут охотник встречает.
Наши дорогие братья из заснеженной земли, заснеженной родины подловили пацана, к сожалению. И сейчас все уже. X-Ray тоже, Никотинчик уже они всё. с Якутска. Все. Ну, тут 60% команды это с Якутска. Ну, секунд. Опа-на! Владимир подловил, получается, Да, да. DLC. Якутска, Нерингри. Да. Якутска, Нерюнгри. Мирный. Особенно с Нерингри. Особенно с Остальные Нерюнгри. поддымай, получается, перетаскивают своего тиммейта к себе. Поднять его. У нас, так, что там по карте? В школе, походу, до сих пор игроки так и на дистанции между собой перестреливаются, да? Пытаются кого-то нокнуть, получить преимущество и момент для атаки. Это Сена слишком далеко, но он, походу, просто на подстраховке стоит, как я понимаю. Да, да. Чтобы в случае чего сделать перекрестный огонь. Сейчас он должен сделать его как раз. Что? Как он выжил? А, это свой стоял? Я думал, другой стоял. Владимир еще и поджег. Да, да. Он двоих? Поджег Я или не, что? я не А, понял, нет. DLC у нас Ноки, как понимаю, да? Да, да. Жмут с двух сторон. Не угадал? Не дают? Хе. Молодец, красиво сделал. Забивает, все. Там сейчас сцена Да, пошла. сначала забайтил. Сначала забайтил, потом убил. Сейчас погони за сценером, они походу... А нет, походу не понял, что он на улице. Или вообще не туда пошел. Блэкс Всё. забрал, да. На теперь, этом игра у нас закончилась. X-Ray White. Ну, команда X-Ray еще. Вторая Еще команда. один X-Ray. Да. А третья команда еще, вот желтая тоже X-Ray. Это X-Ray. Это тоже. И этот X-Ray. Почему-то Мгм. мне вот эти мысли про моменты из аниме Евангелион, где тоже там типа привет, я Айнами Рей. О, привет, ты тоже Айнами Рей. Смотрите, X-Ray White. И тут тоже Очень самое, хорошо. говорит, ты везде, привет, я X-Ray. О, привет, я тоже X-Ray. Ты тоже, оказывается, X-Ray, мой. Ты что-то X-Ray тут дофига. Вот просто весь клан решил принять участие. Но они да, тренируются. да. Ага. Когда В общем, ну, тренируются, и теперь между собой, Грозный получается, должен смотрят, кто из пушить. них лучше, ё-моё. Кто будет Что? представлять первый состав? Да, типа у них внутренний отбор такой идет, типа лучшего состава и игроков. О, вот он. Надо... Да, да. Получится... Всё А, ты смотри, Дабл Грозный килл. ему. Грозный немного так подстебнул этих О игроков. май маму. Поехали. Шиндею. Сюндаю. О, это что? Что было? А, ты... тут уж война была. Только что. Стрельбище. Но они никого не потеряли. АТЛ. Ты смотри, сейчас походу будет столкновение АТЛ с составом, по-моему, МП, и кто там едет к ним. Да. МП, да. MP. Они, МП, Мега походу, Пауэр. едет в сторону... МП, походу, едет в сторону, получается, дропа на красный дым. Так и МП. А между ними как раз МП оказывается. Рейзер забирает, по-моему, дроп. Вот, уже забрали. О. Вот Рейзер. АТЛ, ну, немножко стоит. опоздали. Походу, и по Да. нему зажмут. Или воздержится, получается, у нас Рекс, получается, с огня, если они спалить. А, видимо, да, он воздержался, не привлекать к себе внимание. Да. Потому что команда далеко. Кто-то, походу, О, нет, команды нет. более классной. Начинают стрелять. Как по мне, очень плохая идея. Потому что его тиммейт очень далеко, и в случае чего не успеет подойти на помощь ему. Так, он ли... Азазел. Я бы на его... Лично бы я бы на его месте после зажима неудачного сразу бы сел бы в машину и уехал бы к своим, потому что тут уже крайне рискованно он действует. Если его ног, то он сбежит. А сзади попал, получается, вышел в неудачном месте, конечно. Тиммейты рядом.
Вот, ну сейчас в любом случае стыды течет, то, что у него там мало осталось. Его уже, видимо, не спасут. Ага, он ли на чили нокнул одного из них с команды Ноу. Молодец. Хороший Всего бэкс нока, смей. 2 нока у них. 3 нока, у них 3 нока. Да. Последний остался. Если он хорошо именно сзади станет за укрытием и жмет по последнему, то это будет очень хороший маневр. Да, ну там смоки. Смоки, да. Надо ему еще правее пойти, чтобы получается ловить противников. Так просто все закрывает. Походу опять кого-то нокнул, да? Да. Тут кто Да, подняли. Его только подняли, его опять нокнули. Сейчас этот наш друг это Смай действует им на нервы, постоянно нокая недавно поднятых игроков. Их, наверное, очень жестко пригорает. А, ты не бесконечный. Давай, хае. Оп. Получится, нет? Ага, все. Получилось. Играли, да? Молодцы. Сейчас, походу, будет столкновение на горе, смотрите. И нет, там отелы, походу, пока просто, видимо, наблюдает со стороны. Но к ним уже едут, получится, МПшки снизу. В 4 транспортах. Да. Я, ну, походу, нет, они да. решили под Остановиться, пока да. остановиться. Они будут чекать, наверное. Нет, Они- они по-любому уже Чувствуют. знают, что наверху кто-то есть, Да, 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 чувствуют. чувствуют. Поэтому не лезут. Поэтому и не лезут. Нет. Ну, там поближе. Возможно, подъехал логист сейчас, логист, скорее всего, сейчас привлекает внимание к себе. Получится они... А, нет. Но их уже спалили. То, что Да, ну, да. в баге очень шумный транспорт, конечно. Seven Cloud знает. Да. А пока просто контролировать какое-то направление. Получается, если чтобы дать сигнал своим тиммейтам. Самое Да. главное на горе, да, оставить своего человека в тылу, чтобы он почти наблюдал за флангами и тылом, потому что постоянно на эти выйти из КТ в самый неподходящий момент. Вот стоит только вспомнить момент, когда мы с Егором тоже играли. Получается, мы вот на гору заехали, потом мы там типа вступили в бой с каким-то составом, и там просто Егора забрал склад. Они просто банально всем складом на него налетели, добили. И я просто уехал, да, я просто унес свои ноги. И они через какое-то время про меня совсем забыли, начали свой файт, а я просто к ним сзади вышел и просто зажал по всему составу, блин. Егор помнит этот момент, как я им просто там отомстил красиво. Да. За один рожок 3 забрал. Перезарядился, Да, это- 4-го добил. Да, это было просто вообще... Муа. Обожаю вот за такие моменты. О, Сразу хедшот. А, нет, не хедшот. Пустой покладу, бардак. Да, А я все кидаю. в один взлетел. Ну, хае вроде мимо. Будет подходит, бог подходит, да? Это будет Ну-ка. момент, да? Упорь уже. А он застрял, давай! Нет. Тупые текстуры, тупые эти модельки, как это лапшался, когда вот чисто вот упирает как ступеньки, ты не можешь ее пройти. А Жак просто дает, Жак просто напрягает тебя своим присутствием. Один подъезжает, другой контролит. Блин, у него куртка Алана Уолкера. Я тоже хотел эту куртку получить, но так и не получил. Алан Волкера? I'm faded. Я почему-то думал, что Алан Уолкер это получается. Как звали этого мужика, который сейчас типа Илон Маск ему. Я чем-то внешне похож ему. Илону Маску.
Они Давай, ну, вообще покажи. нереально круто Вы- пушат просто. Да, они очень четко действуют. Да, мега пар. Пара человек. О, у них что? Это пара гроза, человек, что ли? Или что Да, было? гроза. О, сейчас будет гроза. А, нет. Как-то молоток как странно загорелся. Текстур залетел перед ним, перед Рексом. Вот заметьте, вот походу вот этот игрок, QQ, да, QQ, он походу играет с этим гироскопом. Удобная эта вещь, гироскоп. Именно для таких моментов, когда ты именно можешь именно смотреть, как ты кидаешь в хае. Траектория Меняешь- граната. ты меняешь, получается, угол обзора. И игре без гироскопа такое ты не можешь сделать, из-за чего ты просто вслепую иногда кидаешь гранату в высоких углах. Так, вот тут что тут происходит? Наша то ли тянка, то ли трап сидит и кидает гранаты, да. Еще амнезия у нас есть. Там сидит, походу, просто внимание привлекает, прыгает, скачет. Или просто пытается Так, кого-то вот увидеть, тут получается, пешками. Инсе еще. Вместе с Сонли. О, тут три команды. Так, что смотрим? А зона сжимается, вот мне сейчас интересно, зона уйдет на гору, а нет, все-таки ушла с горы. Я придется АТЛом как-то выкручиваться из этой ситуации. А, их уже закрыли, да? А нет, один АТЛ у нас выжил. Чудом. Наруто. Наруто, да. Использовал технику На! Кого-то раздавили. Вообще тут месилово чисто по происходит. фану. Сейчас очень настоящий мясорубка, просто сам из складов начинают друг друга пушить ему и принимать это О, хороший хэш. молодец. Чисто случайно хаишка так залетел, походу, на него. Задел. И сам забивает. Но он вроде как и знал, да? Да, жесткая подстава сейчас была. Такое... Тут еще. Тут позитив еще живой. Он соло. На позитиве. Да, калутая. Вижу, у него шлем скин это из этого, получается, в стиле самурая. Помню, была такая жилетка. А вроде как... А нет, я, по-моему, там ничего не получил. А нет, я получил. Получил скин на парашют и самолет. О, Сзади. Декспа, да. Да, слепое прошивание через смог не получилось. Нет, онли. Давай, покажи, что ты можешь. Не, что-то подмога есть. На чили. Давай. Можешь. О, почти. Походу, этот состав Кимсонов у нас, по-моему, один, что у них состав еще полный, они никого не потеряли, только внутрь уходят. Че, вот команда голубых уже подходит справа, но их уже, походу, встречают с двух сторон одновременно. Да, Как 5 видимо, команд закроют. осталось. Очень неплохое у него техника была это, уклонение от пуль противника, видели же, да? Как он танцевал. Санджол, да? Там слетели. Да. Рангёки. Так, ну тут позиция у них- кого хорошо.
Ну, Сложно сказать. Позиция хорошая у такого тех, кто находится именно за ЛГшками. Как по мне. Потому что в лесу через дорогу ныкаться не имеет смысла. Она точно сейчас будет на стороне именно поляны. окей. ЛГ очень... ЛГ очень удобное место, где ты можешь скрыться и можешь безопасно выйти и сделать нанести урон противнику. О, Миф забрал одного. Ну-ка, поднимай своего. Так, поднимать его ультимейта, вот опять слишком поторопился. Арес, Тайса. Да, вот кто-то похвалил, За и команду. начинает нести потери. Четыре команды осталось. И 27-я команда здесь поживая, я думал, то, что их уже с двух сторон. Походу они на свои неплохо забили. Хотя нет, опять я перехвалил, уже кого-то нокнули и добили сразу. Да, они одновременно держат просто вот Кримсона. Контролируют Да, ситуацию полностью. да. Самое главное это информация и контроль ситуации. Фаер. Ну-ка, также слаженное выходят. действие с их Мега командой. Пауэр выходят. Они смоки раскрыли. Чтобы сзади. Опа! Хорош! Там поднос. Хорош. Просто отлично. Лучший. Выходит. Что закрыли. Остались только Так. голубые. Лучше или нет. Да, Миф еще есть. Соло. Миф Блэс. один. Соло одиночка. Да, X-Ray, X-Ray, ладно. Сказал его входу. А нет, успеет захилиться. И все-таки не О, успел. зон, да. Обидно. Да, Не обидно, обидно. Не Рекс успел. Q есть. Ну, Возможно, что ему? Миф это... Миф может поднасрать немного, как это нашему RXQ. Однако, если он начнет стрелять, то его просто заберет сверху, потому что у него там, по-моему, укрытия нет. А у него укрытия нету. Вот такая вот у нас зона маленькая. Очень мерзкая зона, конечно, то, что тут никаких укрытий, только в основном с колонн с открытой местности и немного деревьев. Получается, можно за ней было попрятаться. Чисто сел уже ползком будет идти и выглядывать маленькие текстуры в траве. Да. О, проблема у Блэска. Походу, Миша Бежать решил походу решил на отхиль просто он будет лежать, да. До Что конца. ему смысла пока оставать нету. Пытается, Может, пытается. будет... У него у него 5 аптечек. Он еще не продержится. О, хорош. Что это? Ты смотри. Просто очень хорошо играет. Он, походу, на айфоне. На айфоне играет, скорее всего. Вот и. О! Вот сейчас для Мифа самый главный момент, это кстати. Да, смотрите. Хорош. взял Он до конца лежал там. Просто в крысу вывел какую-то почти победу. Он просто потому что знал, где находится уже этот наш человек. Дождался момента, когда он Хорош. просто заберет этот дуо. Да. Ну, это вообще живучесть. Сколько килов у него? Взял, обломал вкус победы. 5 килов у него. Видишь? 9 килов общий счет. Ну, поздравляем, X-Ray. Как я, играю, когда остаюсь один из всей своей команды и просто ползаю, укрываюсь жду момента, когда просто Нет. можно забрать последнюю команду. По-другому никак. А что делать? Просто выйти, что ли? Умереть? Да, больше, Ну, да, да. больше вариантов, больше нет. С точки зрения именно тактики и правильного приоритетов, он все сделал правильно. Затаиться, не палиться, выжить момент и потом просто вырвать какую-то победу из рук противника. Самое главное, ему повезло то, что его цель смогла затащить, как получается,
дуэль с двумя противниками. Если бы затащили бы затащил бы дуо, то у него были бы очень большие проблемы на самом деле. Ну, обидно то, что наш Харсон что-то очень рано вышли из игры. Рояле что-то вообще себя не показали, что-то я их вообще переоценил по аватаркам. Посчитал то, что это более слаженная команда, потому что, типа, что-то начал им как-то все Три лучших более игрока. разное. Это у нас RXQ, ну да, согласен полностью. Скроллейлон, да? Алон. Скролл Один. Алон, да, вот. И Блеск, уничтожитель. Я с тебя Поздравляем. лаской. И всем спасибо, что смотрели, Да, спасибо за стрим. болели за своих. Спасибо, Ну, очень Дмитрий. Спасибо, Очень Сергей. неплохой опыт. Было весело посмотреть, как они убивают друг друга, как они вырывали победу из рук своего соперника, как красиво залетали хаешки в самый неподходящий момент для противника, как это было, получается, у Харсунов, когда он там уже Сегодня, так кстати, поднял было, свою сегодня армию, было и очень там много, Фрейза очень сделал. много метких гранат. Да. Поэтому тебя привет гранату, что когда ты зажимаешь, просчитываешь момент, и она идеально залетает к противнику. Это очень приятно, когда ты видишь, что ты кого-то там нокнул. Да, Попалась, падла. Засиделась там, наконец-то я тебя там достал. Иди сюда. да. И не забываем подписываться, поставьте лайк. Мы старались. Лайк. Спасибо комментаторам, что зашли. Лайк, подписка, колокольчик. Да. К себе комментаторы. Один шепелявый, другой просто, пассивный. Ты просто о да. Все, я на этом спать. Всем спасибо за игру, спасибо за зрелище. Ребята молодцы, играйте дальше, веселите нас дальше. Надеюсь, то, что вы дальше будете собираться вместе и будете показывать очень хорошую игру. Большинство игроков сыграло очень хорошо, и они по-любому извлекли очень ценный опыт из